Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 7 марта 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Итак, выпадает карта Джокер для овнов, для тельцов, для близнецов, для раков, львов и дев. Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Итак, у нас выпадает карта дня Джокер. Замечательная карта, которая говорит о том, что сегодня можно крупно выиграть. Выиграть в отношениях, выиграть в деятельности, в работе, в каких-то новых проектах, в достижении какой-то новой должности, выиграть в плане финансов, денег. То есть здесь действительно день, который может вас удивить. Будет очень много неожиданностей и, конечно же, приятных. Вот карта рекомендует нам действовать очень энергично, поддерживать в себе оптимизм, быть очень подвижными в плане, вот если, допустим, нужно какую-то цель достичь, то нужно прилагать к этому усилия, да, то есть, ноги в руки, как говорится, и действовать. Также карта связана с тем, чтобы мы были сами собой, чтобы мы, знаете, вот впали в детство, скажем так, да, то есть веселились, шутили, может быть, играли, да, вот развлекались на полную катушку. Карта говорит о том, что есть возможность каких-то новых перемен, новых достижений, новых людей. Вообще карта очень веселая, она говорит о том, что могут быть какие-то праздники, собрания и так далее. То есть здесь день посвящен такому праздничному настроению, тем более, что у нас 7 марта это подготовка уже к празднику, да, вот такая праздничная суета, может быть, для кого-то это будут уже корпоративы, праздники и так далее. А также карта говорит и как бы предупреждает о таких негативных вещах, как внезапное окончание какого-то дела, проекта, отношений. В общем, то, что сегодня будет уходить из вашей жизни, отпустите это с миром, потому что это вам точно не нужно, и оно мешает вам продвигаться вперед. И самое хорошее, то, что у вас тут же на месте этого старого появляется новое, да, то есть здесь у вас нет даже повода для того, чтобы грустить. Для овнов выпадает десятка, трефовая карта говорит о том, что, скорее всего, у вас будет какое-то приятное удивление, связанное с вышестоящими людьми, которые занимают более высокое положение по социальной лестнице, по статусу, более старшие люди. То есть здесь может быть какой-то подарок денежный, очень крупный, вплоть до решения вопроса с недвижимостью. Может быть, какой-то чиновник вам может помочь в этом вопросе. Может быть, сделка состоится, причем очень легко. Кроме того, карта говорит, что, может быть, от вас потребуется необходимость поддержки кого-то из близких людей. Может быть, финансами, может быть, нужны будут какие-то ваши связи и так далее. То есть все это нужно делать, потому что карта говорит о том, что у вас есть такие возможности, и вам это только на благо. Для тельцов выпадает восьмерка, трефовая карта говорит о том, что может быть очень какое-то значимое событие, скорее всего, связанное с вашими планами на будущее. Какой-то первый звоночек, может быть, да, который скажет, что да, ваши мечты, ваши планы сбудутся. Кроме того, может быть также встреча с каким-то человеком довольно-таки состоятельным, серьезным, занимающим, может быть, высокий пост, либо человек, который просто очень мудрый, обладает опытом, связями и так далее, да, который может вам помочь как раз с продвижением ваших планов. Также карта говорит о том, что если вам нужна какая-то защита, опора, поддержка, вот нужно обращаться к таким людям, нельзя оставаться в одиночестве, потому что вот день как раз располагает к тому, что помощь придет. Если же что-то очень такое
сложное происходит в этот день, вы не можете какой-то важный для вас вопрос решить. Карта говорит о том, что нужно подождать, ну, во-первых, воспользоваться помощью со стороны, если такого, ну, как бы, если не получилось этого сделать, то значит, нужно вопрос на время отложить, либо постараться поискать другие пути для достижения вот ваших целей. Также карта в отношениях очень хорошая, когда вы можете помочь своей половинке, да, либо когда вы можете защитить, заступиться, сказать слово, в общем, свое веское, да, в защиту, в поддержку. Для близнецов выпадает карта Джокер. Ну и, конечно же, здесь полное совпадение с картой дня, даже удвоенное, да, то есть все, что я говорила в самом начале, это вот для близнецов действительно очень важно. То есть нужно расслабиться и получать удовольствие. Если приходят какие-то неожиданные события, тоже нужно их встречать с радостью, потому что для вас это открывается какая-то новая жизнь, новая возможность. И если что-то уходит, тоже не обращать внимания. Также карта хорошая для перелетов, для того, чтобы, допустим, уезжать из дома, возвращаться домой, может быть, даже поездки, перелеты на дальние расстояния. В общем, здесь все это возможно. Вот день такой, когда ваше поведение определяет ваше будущее. То есть вот как вы проведете сегодняшний день, такое будет ваше будущее. Это как вот на Новый год мы говорим, да, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот такой же день для близнецов, как вы его встретите и проведете, такое же будет ваше ближайшее будущее. Для раков выпадает шестерка пиковая. Карта говорит о том, что могут быть какие-то, может быть, вечеринки на работе, могут быть какие-то вопросы, связанные с деятельностью, решаться, опять же, удовлетворительно. Также карта связана с различными государственными учреждениями, чиновниками, подписанием бумаг, документов. Кроме того, могут решаться вопросы, связанные с недвижимостью, со строительством и так далее. То есть карта говорит о том, что, может быть, для тех, у кого было закрыто, ну, как бы не было возможности этим всем заниматься, вот может появиться такая возможность. Либо человек какой-то появится, который сможет вам помочь, либо, может быть, закон какой-то будет принят, либо еще что-то такое. Но в любом случае у вас тут открывается возможность, если была закрыта. А вот если, допустим, у вас, наоборот, все как-то шло как хорошо, да, то, может быть, для кого-то это завершение там сделки, завершение строительства или еще что-то такое, вот какой-то важный момент, который вас порадует. Если говорить о отношениях, то у раков в этот день может быть один из партнеров будет испытывать такое превосходство, да, когда мы считаем себя лучше, важнее близкого человека. То есть вот здесь вот могут быть отрицательные моменты, на это нужно обратить внимание. Да? В отношениях мы всегда равны, в отношениях нет лучше или хуже кого-то, иначе это уже не отношения. Для львов выпадает дама червовая. Карта говорит о том, что есть возможность каких-то перемен. Во-первых, день суетливый будет, скорее всего, может быть, тут праздничные какие-то хлопоты, суета, когда вы постоянно из дома домой, то есть уезжаете, возвращаетесь, какие-то мелочи, может быть, нужно постоянно вам или покупать, или какие-то вопросы решать мелкие. Также карта связана с какими-то переменами в доме, да, может быть, новый человек появится, может быть, гости придут, или бы вы готовитесь к приему гостей, тех, которых вы никогда еще пока в свой дом не приглашали. Также могут открываться какие-то новые возможности в плане деятельности, в плане, может быть, мысль будет о какой-то поездке далекой, может быть, даже переезде. Вообще день, связанный с новыми возможностями, переменами, поездками, такой вот суетой. Кто-то возвращается домой, кто-то, наоборот, из дома куда-то уезжает. Для Девы выпадает туз трефовый. Карта говорит о том, что у вас могут быть сегодня какие-то очень важные моменты в жизни. Это может быть заключение какого-то договора, сделки, когда вот вы берете на себя ответственность, ваш партнер берет на себя ответственность, тем более, что этот проект, скорее всего, будет надолго. Также может в отношениях быть
либо предложение руки и сердца, либо заключение брака, либо решение о том, чтобы там родить ребенка, да, либо еще какие-то очень важные события могут происходить, которые закладывают надолго основу вашей жизни. Также здесь может быть повышение в статусе. Если это касается работы, да, это может быть новая должность, либо просто признание ваших заслуг, вот, уважение и так далее. И если по деньгам, да, тут могут быть какие-то подарки довольно-таки крупные, значимые и так далее. Для весов выпадает туз червовый. Карта говорит о том, что сегодня нужно проявить какую-то решимость. Может быть, тот вопрос, который вы долгое время откладывали, как раз вот пришло время решать. Также карта связана с какой-то скоростью, да, то есть либо, если вот, допустим, вы хотели что-то покупать, да, нужно действовать быстро. Если хотели заключить сделку, нужно договариваться быстрее. Если, допустим, вы хотите продать там машину, да, тоже нужно действовать быстрее. Покупать машину то же самое. То есть вот здесь вот именно вот этот элемент скорости, быстроты обязательно, да, нужен. Ну и, конечно же, ответственности. Если у вас есть какая-то сегодня проблема, когда требуется взять на себя ответственность, вот это самое замечательное время, чтобы это сделать. То есть это вам удастся свои обязательства выполнить, вам удастся достичь успеха в будущем. То есть карта говорит о том, что вот нужно быть решительным, смелым, брать на себя ответственность, нужно обязательно как бы идти на проблему, ни в коем случае не уходить от нее. А в отношениях тоже, если, допустим, у вас какая-то ссора, да, помириться, значит, нужно первым подходить. В общем, везде первый, везде инициатива, везде решительность и так далее. Для скорпионов выпадает десятка червовая. Карта говорит о том, что рядом может оказаться человек, который вам очень поможет. Кроме того, здесь от вас тоже может потребоваться помощь. И, кстати, здесь помощь именно бескорыстная. То есть вы бескорыстно, вам бескорыстно, просто из любви, поддержки, дружбы и так далее. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то дружеские посиделки, могут быть какие-то беседы по душам, может быть помощь в решении каких-то важных вопросов, которые связаны, может быть, с документами, с деятельностью, или, может быть, связаны с коллективом, да, то есть вот здесь вот все это может быть. Кроме того, может быть, кто-то из вышестоящих окажет вам безвозмездную помощь, да, такую поддержку окажет. Для стрельцов выпадает десятка пиковая. Карта говорит о том, что у вас есть возможность выйти за рамки привычные. То есть что-то у вас меняется очень сильно в жизни. Скорее всего, у вас есть возможность либо какого-то нового проекта, который вас прям очень сильно продвинет и в финансах, и в карьере, либо у вас здесь есть возможность поездки за границу, да, которые тоже вам очень полезны и тоже расширят ваши возможности. И также можно получать обучение здесь, которое тоже, опять же, вам на благо. И также карта говорит о том, что если у вас там свой бизнес, да, вы занимаетесь коммерцией, то очень могут быть хорошие здесь сделки заключены, договоры, прибыль можете получить. В общем, все, что связано с деньгами, это вот замечательно решать в этот день, будет удача в этом. Причем все будет решаться очень легко и как бы играючи, то есть вы лишь только удовольствие будете получать от этого. Для козерогов выпадает карта король червовый, и здесь все ваши как бы дела, все ваши мысли сосредоточены на близких людях, на ваших, в общем, на вашем доме, да, вы занимаетесь там тем, что у вас внутри дома. Может быть, кстати, здесь покупка даже чего-то красивого в дом, полезного. Может быть, здесь приход родственников, да, родителей в ваш дом, либо вы, может быть, к родителям будете отправляться. Также карта связана с недвижимостью. То есть если вы планировали в этот день какие-то сделки осуществлять, договариваться, присматривать, вот очень удачный день для того, чтобы решить вопросы с недвижимостью. Это и гаражи, это и земля, это и квартиры, и дома, и, в общем, все абсолютно. Все, что связано с недвижимостью и землей под нее. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то очень важные вопросы, связанные
с безопасностью. То есть вот если вам нужно, допустим, решить вопрос сигнализации, либо еще какие-то вопросы, связанные с безопасностью, то есть вот это замечательный день. Также карта говорит о том, что нужно больше думать о отношениях, о близких людях, чем о работе, о карьере и так далее. То есть, может быть, мало внимания им уделяете. Для водолеев выпадает десятка бубновая. Карта говорит о том, что откроется какая-то важная для вас тайна. Скорее всего, это произойдет совершенно неожиданно. Скорее всего, это будет прямо в вашем доме. Либо вы узнаете это от близких людей, либо тайна касается ваших близких. Кроме того, у вас здесь могут быть также какая-то новая информация о людях, которые вот связаны с вами родственными связями, там родители, деды, прадеды и так далее. То есть что-то важное вы можете узнать. Это, кстати, может касаться каких-то завещаний, наследства и так далее, и так далее. Также карта говорит о том, что вот эта информация может очень сильно поменять какие-то ваши планы. Может быть, даже заставит переехать куда-то или задуматься о переезде. Но в любом случае здесь вот очень положительный момент этой темы, который касается. И для обучения очень хорошая карта. Если у водолеев есть какие-то там экзамены, что-то нужно подготовить, завершить проект, получить какую-то нужную информацию, консультацию, совет. Здесь, конечно, замечательный день для этого. Для рыб выпадает семерка червовая. Карта говорит о том, что как бы на первый план выходят как бы мужчины и мужское влияние. Здесь могут быть вопросы, связанные с семьей, тоже родители, дети, бабушки, дедушки, да. Здесь могут на поверхность выходить какие-то вопросы, связанные тоже с недвижимостью, с домом. И, кроме того, по этой карте очень часто проявляются какие-то наследственные связи, какие-то как бы информация о каких-то предрасположенностях вот по генетике, допустим, если вот что-то касается здоровья, да, то вот можете информацию узнать, что вот, допустим, у бабушки, у дедушки есть какое-то заболевание, да, и вот оно может передаваться по наследству или еще что-то такое. То есть вот наследственная такая вот связь очень как бы яркая, да. Кроме того, могут происходить какие-то очень неожиданные ситуации, которые вот будут связаны с семьей, и, может быть, придется их быстро решать, да, то есть, ну, как бы довольно-таки хлопотные могут быть день, может быть, хлопотные такие моменты. Если говорить о положительном аспекте, то здесь возможность роста в деятельности, возможность роста ваших финансов, какие-то могут появляться возможности, связанные как раз с вашими талантами, способностями, да, может быть, вы обучаетесь, может быть, вы как-то профессионально себя прокачиваете, да, у вас здесь есть рост, улучшение. Кроме того, эта карта говорит о том, что если у вас нет внутреннего стержня, и вы все время опираетесь на мнение других людей, спрашиваете совета, то вот карта говорит о том, она прям обращает наше внимание, что нужно сегодня хотя бы слушать только себя, опираться на себя, на свой опыт и постараться принимать какие-то важные решения, ответственность какую-то, вот исходя из вот собственного такого осознания, да, то есть вот, когда мы уверены в себе, когда мы чувствуем, что справимся, в общем, нужно почувствовать вот этот внутренний стержень. Если, допустим, прорабатывать какие-то моменты, вот связанные с психологией, тоже хороший день для того, чтобы решать какие-то проблемы личностного роста. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.